Вопрос номер 10. О проекте закона Республики Саха-Якутия о внесении изменений в закон Республики о льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. Слово для доклада предоставляется председателю Государственного комитета Республики по ценовой политике Антонине Борисовне Винокуровой. Пожалуйста, Антонина Борисовна. Добрый день, уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемый Алексей Ильич, народные депутаты, приглашенные. Законопроект вносится в качестве законодательной инициативы правительства по поручению главы республики, данному на заседании Координационного совета и на совещании по тарифам. Основная цель законопроекта заключается в двух изменениях. Первая связана с электроэнергией для населения в зоне действия Саха-Энерго, вторая связана с тарифами на тепловую энергию для предпринимательства. Если остановиться подробнее, то основные изменения претерпевают статья 3 и статья 4 законопроекта. Из них 3 пункта, если претерпевают редакционные изменения, то эти 2 пункта, о которых я сказала, претерпевают более значительные изменения. На них я и хочу остановиться поподробнее. Первое изменение касается электроэнергии для населения в зоне действия Саха-Энерго. Называется это территории, не объединенные ценовые и неценовые зоны электроснабжения. Основанием для утверждения льготных тарифов будет являться превышение экономически обоснованных тарифов на электроэнергию над льготными тарифами, которые у нас устанавливаются на едином уровне по всей республике. Следующее. До этого времени у нас существовало так называемое перекрестное субсидирование тарифов для населения в изолированной зоне энергоснабжения. У нас тариф Саха-Энерго, экономически обоснованный тариф дизельных станций, очень высокий. Он составляет 47 рублей 52 копейки, а население платит 4 рубля 10 копеек в 2022 году. Да? И вот разница между этими тарифами, умноженная на объемы, составляет 3 миллиарда 786. Эту сумму мы добавляли к тарифам для прочих потребителей, и получался там тариф вместо 47 рублей 72 рубля 90 копеек. Конечно, ни один прочий потребитель не платит такой тариф, потому что у нас действует механизм выравнивания тарифов. Поменялась методика расчета субсидий кардинально с 2022 года. В связи с этим у нас, начиная с 2022 года, начал выходить дефицит. И дефицит, он на 2023 год увеличится. На 2022 год он составляет 1 миллиард 200 миллионов. На 2023 год мы пока вот здесь в финансово-экономическом обосновании показали максимальную сумму, но сейчас он будет снижаться. Конечно, мы не сидели сложа руки, мы отработали абсолютно на всех уровнях. И здесь, проблема заключается в том, что у нас механизм выравнивания предполагает субсидирование тарифов для прочих потребителей за счет повышения тарифов для прочих потребителей центральной зоны России. И, конечно, туда включать разницу тарифов для населения нельзя, как нам объяснили ФАС и Минэнерго. И основной постулат, основная причина, почему этого делать нельзя, заключается в том, что все наши соседи, которые тоже находятся на механизме выравнивания тарифов Дальнего Востока, они все субсидируют тарифы для населения из своих бюджетов. И только наш субъект включал это в тарифы для прочих потребителей. И теперь, вот предстоит нам задача включить эту разницу тарифов в наш бюджет. И помимо электроэнергии, эти же субъекты, точно так же, как и мы, субсидируют и другие тарифы, и тепловую энергию, и воду, и водоотведение, и другие виды услуг. Сумма, конечно, у них поменьше, но тем не менее, вот, допустим, по Камчатке, по населению, по электроэнергии они субсидируют 5 миллиардов, а по другим видам коммунальных услуг 10 миллиардов. Следующее. В будущем у нас должны меняться межбюджетные отношения, связанные это с методикой по выравниванию бюджетной обеспеченности. В нем присутствует тариф на электроэнергию для населения именно экономически обоснованный. И у нас, начиная с 2022 года, в статистике Саха-Энерго начнет отражать этот экономически обоснованный тариф. И он будет постепенно, через 3 года, появляться в этой методике и должно повлиять на ту общую сумму трансфертов, которые получает республика из федерального бюджета. И дефицит понемногу будет уходить. Следующее
Следующее большое изменение связано с предпринимателями. Значит, вводится понятие льготного тарифа в виде лимита роста тарифов не выше 10% для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы в реестре налоговой службы. И при этом они не должны заниматься, для них основным видом деятельности не должен являться тот вид деятельности, который будет утвержден Министерством предпринимательства. Но у нас уже есть этот перечень. Перечень, значит, состоит из таких, следующий слайд, состоит из таких видов услуг, как вот добыча природных ресурсов, если предприниматель, допустим, занимается, или там торговля, оптовая торговля алкогольными напитками, пивом и так далее. Реестр, единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства очень удобный, им можно пользоваться буквально любой человек. Сейчас в нем зарегистрировано 88 177 предпринимателей, из которых, по нашим расчетам, вот, в качестве основного вида деятельности имеют вот такие виды деятельности 13 тысяч предпринимателей. В 2022 году под действие льготного тарифа подпадает 1185 предпринимателей, в 2023 году будет увеличиваться. С чем это связано? Связано это с тем, что у нас экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию и в 2022 году, и в 2023 году, они растут у некоторых поставщиков опережающими темпами. Связано это в первую очередь с опережающим ростом цен на топливные ресурсы. Допустим, в 2022 году 154 таких тарифа из 574 тарифов у нас сложились на уровне выше 10%. В основном это Алданский улус, Мирнинский район, ну, другие тоже есть, да. И предлагается закон ввести в силу с 1 июля, то есть с обратной силой, с тем расчетом, чтобы сделать предпринимателям перерасчеты за сентябрь-октябрь, за отопительный сезон. В будущем, если, допустим, экономически обоснованный рост тарифов будет меньше, то этот лимит все равно сохраняется, и мы потихоньку будем каждый год подтягивать до уровня экономически обоснованного тарифа. На 2023 год, по нашим расчетам, значит, количество тарифов выше 10% будет намного выше, и понадобится уже побольше средств, 117 миллионов, а в этом году 15 миллионов. Связано это с тем, что как бы суммы небольшие, это связано с тем, что в основном предприниматели работают в арендованных помещениях, но данная мера, она позволит стимулировать наши предприятия иметь собственные помещения. Следующее. В конце закона тоже редакционная правка наименования уполномоченного органа и сроки вступления в силу закона с 1 июля. В части предпринимателей предлагается пока на 5 лет утвердить. Через 5 лет вернуться к этому вопросу и рассмотреть еще раз. Финансово-экономическая часть законопроекта на 2022 год сумма не меняется, 1 219 и 15 миллионов по предпринимателям. А на 2023 год сумма меняется, и к моменту уже утверждения тарифов сумма тоже может поменяться. Первоначально от финансово-экономическом обосновании по энергетике 4,5 миллиарда стоит. Сейчас мы получили расчеты ФАСа по субсидиям, и по нашим расчетам получается, что нам из бюджета можно будет выделить 3 миллиарда 800. По предпринимателям мы, когда вносили закон, речь шла о том, что тарифы увеличиваются с июля 2023 года, но потом все поменялось, прогноз социально-экономического развития вышел, и тарифы будут меняться с 1 декабря. В связи с этим мы сделали перерасчеты, и в то же время, по нашим расчетам, первоначальным был предусмотрен побольше рост на тепловую энергию, сейчас мы его тоже снизили, и когда утверждать будем, тоже снизится, поэтому сумма общая по предпринимателям, она в принципе сильно не изменилась, 123 миллиона. Итого 3 миллиарда 971 влияние на бюджет 2023 года. Спасибо за внимание. Вопросы, коллеги? Записались 3 народных депутата: Куличкин Вячеслав Семенович, Богданов Владимир Николаевич, Данилов Иван Иванович, Жирков Александр Николаевич. Есть предложение ограничить режим голосования. Принято. Вячеслав Семенович, пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Вот в списке предпринимателей, которые будут получать льготы,
где работает Сахаэнерго. Там добыча нефти и газа. Какой предприниматель у нас на территории Республики Саха-Якутия добывает нефть и газ, которым нужна эта льгота? Конечно, сейчас нет таких предпринимателей, но закон принимается на 5 лет, поэтому нам нужно принимать такие решения, которые будут действовать на все 5 лет. Тогда, получается, в стратегическом перспективе мы нефть и газ позволим добывать предпринимателям. Ну, те предприятия, которые... А зачем им надо было эту сферу включать? Она что, убыточная, что ли, нефть и газ? Можно я объясню, да? Которые добывают нефть и газ, они не пользуются, как правило, тепловой энергией от ГУПа ЖКХ или там от теплоэнергосервиса. Они на месторождении всегда имеют свои источники тепловой Автономные. энергии. И там тариф А зачем тогда устанавливается. включить? Вячеслав Надо было Сергеевич. включать. Не перебивайте, пожалуйста. Понял. Ну, решение еще не принято, и Да. ваши предложения, если будут, то будем Да, это рассматривать. предложение надо исключить. Нет добычи нефти и газа. Спасибо. Владимир Николаевич. А скажите, как вот отразилось повышение стоимости дизтоплива на стоимость электроэнергии для дизельных электростанций у нас в республике? Ну, на 2023 год мы сейчас пока только смотрим расчеты предприятия, и все зависит от того, по каким ценам они купили дизтопливо. А вот такого большого роста мы пока не видим. Они успели закупиться весной. А потом это будет каждый год, мы утверждаем тарифы. Каждый год считается вот эта субсидия. Нам доводятся предельные индексы, 9% доведено на следующий год. Исходя из этого будем смотреть. Данилов Иван Иванович. Антонина Борисовна, добрый день. У нас в этом году, в 2022 году 1 миллиард выпадает. В следующем году у нас за счет неценовой зоны, где-то вы сказали, 3,5 миллиарда, да? 3,8. Да. Ага. Ну, конечно, там за счет западной части, конечно, люди будут читать, будут за счет нас Якутия должна жить. Ну, конечно, там расчеты, они будут возмущены этим моментом. Но сама реформа, 2018 год выравнивание тарифов, 2019 год это переход на оптовый рынок. С учетом всей этой реформы, я хотел задать вопрос, для чего эта реформа была, если мы приходим к тем же тарифам, которые были в начале 2018 года. Предприниматели платили 9 рублей до выравнивания тарифов. Сейчас мы стремительно идем к тому же, 7 рублей уже стало. Через 3 года у нас в 2 раза повысились тарифы. Для чего эта реформа была, выравнивание тарифов? Ну, реформа энергетики, она прошла по всей России, кроме Дальнего Востока. На Дальнем Востоке реформа тоже делается, но пока в высеченном режиме. Отличается, нас поэтому называют не ценовой зоной, а их ценовой зоной. Реформа делается для того, чтобы станции между собой конкурировали и выигрывает и больше загружает ту станцию, которая имеет меньший тариф. Вот для этого делается реформа. Наша ситуация отличается от ценовых зон тем, что тарифы для станций у нас тоже регулируются, но не нами, а на федеральном уровне. Но тем не менее системный оператор все равно загружает те станции, которые имеют наименьший тариф. И по центральной полосе России, если смотреть итоги реформы, то в принципе, да, в первые годы там волнения были, росты были, но сейчас мы наблюдаем более-менее стабильную ситуацию по энергетике. Спасибо. Второй вопрос быстренько тоже. Вы, наверное, ознакомились с документом концепции внедрения механизмов тарифообразования, утвержденная правительством Российской Федерации. Вы как руководитель, первоначально этот документ должен был, наверное, скорее всего, в закон Республики Саха-Якутия отразиться эта концепция. Эта концепция является будущим законодательной базы по тарифному регулированию, единая тарифная база, законодательная база Российской Федерации. Почему мы эту концепцию вначале не внедряем в Республике Саха-Якутия?
Спасибо за вопрос. Принята концепция и еще разрабатывается федеральный закон о госрегулировании цен и тарифов Российской Федерации. Разрабатывается давно. Республика Саха-Якутия одна из 3 только регуляторов по Российской Федерации принимала активное участие в составе 56 участников разработки данного законопроекта. И наши замечания в какой-то мере были учтены, но законопроект пока сейчас тоже еще в работе, тоже обсуждается, а пока принята концепция. Концепция, речь идет о том, что по 71 статье Конституции у нас ценовая политика – это прерогатива Российской Федерации. То есть мы на месте здесь имеем право принимать по тарифам только те решения, которые нам могут поручить принимать. Вот в точности тот закон, который сейчас я предлагаю, это именно наши полномочия. То, что мы можем финансировать из своего бюджета, мы можем вводить льготные тарифы. А все остальное мы работаем по федеральному законодательству. И то, что вы говорите, мы работаем по этой концепции в том числе. Ну, Полностью. федеральный Иван закон- Иванович, все? У нас нет республиканских Я законов. вот, в этой части. как пожелание, ну, Антонин Владимирович. Пожелания попозже, Иван Иванович, в выступлениях. Жирков Александр Николаевич, пожалуйста. Ну, уважаемые коллеги, я думаю, по вопросам выравнивания бюджетной обеспеченности у нас еще предстоят, видимо, большие баталии, в том числе и в правительстве Российской Федерации. Это 23-24 обозримое время, оно пока рисуется проекта. У меня частный вопрос, Антонина Борисовна, уважаемая. Вот я 10-12 был в Заречных Улусах. Люди ставят вопрос на пароме, тарифы на перевозку достаточно сильно подросли. Первое. И на перевозку пассажиров на маломерных судах то же самое. Второе. Никаких аргументов, которые бы объясняли это, я не услышал. Река течет как текла, шуги там нет, ничего там не изменилось. Погода 10 числа была еще теплее, чем 9 числа. А переход через Лену стал примерно 1,5 раза дороже. И для пассажиров, и для транспорта. Вы этим вопросом тоже занимаетесь. И раз подняли этот вопрос, еще одна тема. Вот пассажиры, которые ездят в частных машинах и так далее, вот, на такси, они же тоже таксисту оплачивают за проезд, а на пароме с них тоже деньги берут. Они говорят по аналогу, я спрашивал у этих капитанов, приглашал, они говорят, что это по всей России так принято. Но, насколько я знаю, там другие условия предоставляются для пассажиров. Отдельно они выходят из машины, отдельное место и так далее. За эти услуги можно взять. Или у нас какие-то другие правила. Вы объясните, пожалуйста. Я не смог там разобраться. Это у нас достаточно редко случается. Спасибо. Паромы, паромы, которые ездят на нижних пестях, тарифы регулируются. У нас утверждено 2 вида тарифа, 2 вида прейскуранта, летний и в период неблагоприятных условий. Неблагоприятные условия наступают с момента официального закрытия навигации. И с этого момента начинаются дополнительные работы у паромщиков. Навигация закрыта именно решением Ленского бассейнового управления. А продлевают, допустим, вот АЯМ сам решил продлить действие летних тарифов. Это само решение самого перевозчика. А остальные перевозчики, значит, они уже применили повышенные тарифы с момента
Объясняется это тем, что когда закрывается навигация, речь идет не сколько о шуге, а о том, что вода начинает падать, и им приходится оборудовать новые причалы. Для этого привлекаются плавкраны, для этого привлекаются буксиры, и начинается работа по обустройству новых причалов. И при этом еще появляются затраты по обогреву этих паромов. Что касается такси, что люди платят и за такси, и на пароме тоже отдельно берут. Это такси у нас не регулируется. В принципе, можно договориться с таксистом и оплатить ему. Это зависит уже, как договориться пассажир с таксистом. А могут и отдельно оплатить. К слову скажу, что на паромах пассажиров мы не имеем права регулировать. Мы регулируем только перевозку грузов. И в этом году принято решение, проведена встреча на уровне министра транспорта с паромщиками, и принято решение в этом году повышенные тарифы не вводить в отношении перевозок продовольственных товаров на социально значимый перечень. Предъявляют накладные, и им тогда предъявляют летние тарифы. Такое решение в этом году принято. Спасибо, Антонина Борисовна. Вопросы исчерпаны. Присаживайтесь, пожалуйста. На выступление записываемся, коллеги. Слово для содоклада предоставляется Юрию Михайловичу Николаеву. Пожалуйста, Юрий Михайлович. Уважаемые коллеги, проект закона нами рассмотрен 20 октября этого года. По данному законопроекту представлено заключение главы республики положительное, прокуратуры республики положительное, управление Министерства юстиции Российской Федерации по республике положительное, Госправого управления Илтумена с замечанием, Счетная палата республики с замечанием. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу поддержать принятие законопроекта в первом чтении. Спасибо. На выступление записались народные депутаты Богданов Владимир Николаевич, Жилков Александр Николаевич, Данилов Иван Иванович. Есть предложение ограничиться. Режим голосования. Уважаемые коллеги, уважаемый глава республики, уважаемый председательствующий, я хочу отметить, что у нас в республике существует целый каскад Вилюйских ГЭС. Юрий Михайлович, мой коллега, там работал даже, насколько я знаю. И мне интересно, почему у нас до сих пор существуют какие-то там дизельные электростанции, кое-где, по-моему, еще и угольные есть, да? Насколько я знаю, передачу ЛЭП, по ЛЭП, передачу электроэнергии можно теоретически передавать вплоть до 3000 километров. У нас республика, большая, конечно, но тем не менее можно это все за эти годы, что мы снабжаем, поддерживаем, закупаем дизельные электростанции, можно было протянуть по всей республике целую гирлянду этих ЛЭП, линии электровысоковольтной передачи. И мне просто непонятно. А еще я хотел бы сказать, что сейчас у нас в стране тяжелая ситуация, достаточно тяжелая в связи с проводимой военной операцией, специальной военной операцией, да, и мы могли бы поддержать наших граждан, наших военных, которые проводят эту передачу, специальную военную операцию, не усугублять различными какими-то повышениями стоимости на электроэнергию, стоимости на тепловую энергию, стоимости на топливо. Ведь недавно совершенно, у нас повысилось топливо с 66 рублей 70 копеек до 75-20 копеек топлива. Все про это знают, но это ведь и дистопливо идет и на электростанции, дистопливо весной и летом будет использоваться в сельском хозяйстве, и сегодня оно используется в сельском хозяйстве. То есть мы сделали хуже для наших с вами сограждан, повысили стоимость топлива, основное топливо, которое используется грузовыми и сельскохозяйственной техникой. Мне просто интересно, неужели нельзя на период проведения этой специальной военной операции заморозить все или снизить вообще? А для селян можно это вообще все упростить.
какие-то специальные цены для них сделать. У нас и так осталось жителей села достаточно мало в республике. Все бегут в город, потому что на селе жить плохо. И все про это знают. Но все про это, мы с вами молчим про это. Необходимо создать в том же самом, в деревнях такой же уровень жизни, чтобы люди не бежали оттуда. У республики есть деньги на это. Есть. Почему мы это не делаем? Даже сейчас вот хороший закон, да, там вроде бы, исправляем ошибки, которые мы совершили ранее, да, с этими тарифами и т.д. и т.п. Надо все-таки посмотреть, что на самом деле вот то, что мы делаем, исправляем ошибки, это хорошо, но можно же все сделать кардинально и просто, я не знаю, просто сделать вот то, что я предлагаю, например. Я уже сказал, Каскад-Вилюйский ГЭС, там переизбыток электроэнергии. Куда девать ее, неизвестно. Спасибо. Александр Николаевич Жирков, пожалуйста. Коллеги, у меня не было намерения выступить, но ответы уважаемой Антонины Борисовны заставляют это сделать. Но прежде всего, Владимир Николаевич, вот ваше предложение по более плотной работе со стороны парламента по тарифной политике – это очень обоснованное предложение, и об этом, может быть, нам надо принять даже протокольное решение. Тема, она актуальная и постоянная. Но вот даже моя мелкая вроде бы тема, но за это время через Лену перешли сотни, если не тысячи машин и примерно столько же пассажиров. Они все работают по новым тарифам. Меня не устраивает ваш ответ. Тему эту заговаривать не надо. Если министерство говорит, что переправа сроки продлены, то это должно действовать и на всех. А то, что паромщики начали отапливать свою кабину, вы, в общем-то, немножко по-другому представляете. Оказывается, надо просто поближе проехаться, посмотреть. Я говорю, температурный режим, погода стоит отличная. Шуги до сих пор на Лене нет. А тарифы 1,5 раза повышены. Никаких дополнительных подъездов и так далее они обычно начинают делать, когда по берегу шуга набивает лед. Этого там пока нет. И никаких дополнительных трудов наши паромщики еще не проделали. А что касается пассажиров, я не говорю, что отношения таксиста с пассажирами, а отношения таксиста с перевозчиками, пассажира с перевозчиками. Вот эту тему тоже нужно рассмотреть более подробно. Так что этот вопрос не заговаривайте. Давайте вы немножко поближе вникните. И если вы между своими подразделениями, не своими, а различными подразделениями не находите общего языка, то от этого пассажиры и перевозчики страдать не обязаны. А то по вашему выступлению я понял, ФАС мне так объяснил, ЛБУП мне так сказал и так далее, и так далее. Это не форма работы нашего Государственного комитета, я считаю. Надо с ними плотно работать, а не получать от них целеуказания. Спасибо. Иван Иванович Данилов, пожалуйста.
Антонина Борисовна, я вот, ну и правительству хотел бы, чтобы взяли вот эту концепцию для внедрения механизмов тарифообразования в приоритетном порядке. Если бы эта концепция была бы принята в приоритетном порядке, я думаю, тут у нас совсем другие бы цифры пошли бы. В этой концепции она воедино, эта дискуссия по тарифам, она идет с 2016, 17, 18, когда там Артемьев еще говорил, что за коммунальные платежи люди переплачивают, уже 100% переплачивают. И он превратился в единый документ, единая концепция по тарифообразованию. Здесь касается и, конечно, операционных расходов ресурсоснабжающих организаций, в унификацию все это вот, ну, в единый, вот этот разброс цен по Российской Федерации, он превратился в этот вот в единый документ. Но я думаю, в этом году, наверное, примется и федеральный закон по тарифообразованию. Если взять наши тарифы по теплу, я тут смотрю, в Алданском районе тут гигакалории, тут разброс цен вообще в одном Алданском районе. А если взять всю республику, Абыйский район 10 тысяч гигакалорий, Усть-Алданский район 10 тысяч гигакалорий. Но именно вот этот документ он делает, чтобы такого разброса цен не было, в единую тарифную политику. Прошу, во внимание возьмите этот документ. Если на федеральном уровне даются какие-то направления, ну, будьте внимательны, пожалуйста. Спасибо.